Люди приходят и уходят с земли. Ничего, такая жизнь, и с этим мы привыкли, мы понимаем, что это неизбежно. Но бывают такие моменты вот в истории человечества, когда люди, которые ушли, они остаются. Они должны оставаться, если эти люди выполнили свой долг полностью, если они сделали то, что они могли сделать. Слова Леонида Ирмовича Левина, известного журналиста и полиграфиста, врезались мне в память, когда мы работали над первым проектом бессмертного полка в столице Якутии. Бессмертный полк стал настоящей памятью поколений. Но все-таки память поколений – это прежде всего память о людях, которые выполнили свой жизненный долг во имя семьи, для родных и близких и для страны. Это частичка истории каждой отдельной семьи и в итоге истории всей нашей страны. Леонид Ирмович вывел удивительное определение памяти поколений. Память должна быть активной. Как только память превращается чисто в ритуал, она становится ритуальной памятью. Люди знают, что они должны возложить цветы, это важно, это нужно, это все. Поэтому мне казалось о том, что надо уходить вообще от этих чисто вот ритуальных вещей, и надо приходить вот к этим семейным традициям, чтобы одно соединялось с другим. Определение Леонида Ирмовича, которого уже нет с нами, предопределило действия людей в наши дни. Одним из примеров стал поступок общественника, инвалида первой группы по зрению Сергея Хромова, который благоустроил свой двор в память о своей матери, посадив 64 березы у дома собственными силами. Я вот этим поступком выражаю любовь к своей маме и память. Согласовал в администрации города, в строительном округе, и сделал аллею. Посадил 64 березы, металлическое ограждение, упоры против машин, чтобы не заезжали. И, уважаемые жители нашего города, не стесняйтесь выражать свою любовь своим живым родным. А если они уходят из жизни, не стесняйтесь благоустраивать наш город в память и тем самым показывать свою любовь и верность. Любите родных сильно, 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 очень сильно. Пример Сергея может помочь людям понять, что пора переходить к активной памяти. Поэтому СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» вместе с музеем города Якутска решила объединить ритуальную и активную память, сделав реальной память поколений. В столице Якутии достаточно много заброшенных кладбищ. Мы обратили внимание на одно из них, находящееся в местности Хатынурях, столице Якутии, где сейчас дачные поселки. Раньше его почему-то называли татарским. Кладбище находится в запущенном состоянии. Захоронение людей происходило здесь с 1943 по 1965 годы. На кладбище покоится поколение людей, на долю которых легли все трудные времена истории Якутии и России. И революционное время, и гражданскую войну, и Великую Отечественную войну. Мне кажется, они по определению все герои, потому что и они сделали все для того, чтобы наша страна сохранилась, для того, чтобы наша страна выстояла в Великую Отечественную войну. Кто-то на фронтах, кто-то здесь в тылу. Вот эта могила, да? Видите, в каком она состоянии? Да, покажите. Ну, вот смотри. Посмотрят и, может быть, родственники увидят. Вот смотрите, здесь написано, четко написано. Новгородов Алексей Дмитриевич, родился в 1923, умер в 48. Отец, мать, жена и родные, коллектив типографии. Да, вот, пожалуйста, вот человек, который работал для информационной службы, да, который печатал газеты, печатал книги. Интересно, кто он был по специальности, да, потому что в те времена еще полиграфия была очень сложная, были наборные шрифты. Вот, так что, конечно, да, безусловно, этот человек достоин гораздо лучшего отношения, чем вот сейчас. Видите, здесь ребята уже сделали себе дорожку к своим дачам. Не факт, что не по могилам, да? Да, не факт, что не по могилам.
Ну, видно Действительно. холмики, смотрите, вот холмики. Холмики видно, даже те, которые остались без всяких признаков внешних, да, вот холмики видно, ямки видно. Крест тоже. Ну, тоже вот в какой-то могилу упал, теперь их не определишь, какой. Многие надгробия представляют собой вот такие пирамидки, которые характерны для советского уже времени. Ими частенько заменяли кресты на старых могилах, такое тоже бывало. Даже здесь есть имя, если мы сейчас внимательно присмотримся, то мы сможем даже его прочитать. Терентьев, Ага. Дмитрий, Павлович. Заброшенное кладбище преподнесло исторический сюрприз. На кладбище оказался надгробный камень с выбитыми надписями еще из прошлого века. Плита – это главная достопримечательность, главное свидетельство того, что это кладбище достаточно древнее. Такие плиты, несколько лет назад я проводила специальное исследование, посвященное надгробным памятникам в Центральной Якутии. И оказалось, что вот такие плиты, они были очень характерны для оформления погребений, начиная где-то с 2-3 XIX века и заканчивая 20-ми годами 20 века. Эта плита, она, в общем-то, даже оформлена очень характерным образом. Здесь вот по углам, тоже она очень плохой сохранности, к сожалению. Но мы умудрились разглядеть здесь, вот видите, здесь остатки фигурок ангелочков. Конструкция их трехарок, изображение, оно такое синкретическое, оно содержит русские христианские традиции и якутские традиции вместе, чем, собственно, она интересна, да. Судя по тому, что текст здесь содержит яти и твердые знаки, безусловно, эта плита сделана где-то в промежутке от 1800. Судя по всему тому, что вот мы тут увидели, что погребенный родился где-то вот в 1850 каком-то году, да, тут цифры уже нет дальше. Она сделана во второй половине 19-го или в начале 20 века, буквально в первые 2 десятилетия 20 века. Как бы стало известно, что вот этот вот небольшой фрагмент остался от старинного кладбища, которое принадлежало казачьему роду Новгородовых. Этот род имел здесь большое количество заимок в этом районе. Да, Новгородов ДН. А вот 1873 вот здесь не вижу я уже. 63-й. 63-й, да, вот. 90 лет прожил, да, получается. Дело в том, что большинство старожильческих родов города Якутска, они с течением времени породнились. И очень много фамилий, они являются родственниками в той или иной степени. Нам помогла Людмила Николаевна Жукова, которая по своему родовому происхождению Попова. Поповых у нас много, у нас есть поповы представители разных сословий, но, наверное, самый известный род – это священнический род Поповых, очень большой род, который здесь в Якутске много столетий блюл христианскую веру. И дедушка Людмилы Николаевны Жукова, Григорий Андреевич Попов, он является первым историком города Якутска. Наличие той плиты каменной говорит о том, что кладбище достаточно древнее. Такие плиты клали на могилы во второй половине 19-го и первом десятилетии 20 века. То есть кладбище это старинное. И поэтому имеет смысл попытаться присвоить ему статус достопримечательного места, чтобы сохранить память об этих людях, которые осваивали здесь все, которые здесь жили.
Наличие исторического доказательства теперь дает право этому заброшенному кладбищу стать историческим местом, сквером памяти поколений. Сейчас идут исторические и статистические работы. Установлены фамилии на сохранившихся могилах. Большинство мужских фамилий присутствуют в списках мемориала солдат Туймады, столицы Якутии. Телепрограмма «Точка взаимодействия» вместе с музеем города Якутска восстанавливает старое кладбище в местности Хатынурях, столице Якутии, для создания сквера памяти поколений. Мы публикуем фамилии сохранившихся имен на старом кладбище. Просим откликнуться семьи людей, захороненных на кладбище, проживавших или проживающих в местности Хатынурях, столице Якутии. Это семьи Шепелевых, Рыбниковых, Силаевых, Округиных, Сергеевых, Поповых, Терентьевых и Кондратьевых. Если что-либо вы знаете и думаете, что это ваши родственники, обращайтесь на электронную почту округ_ТВ@mail.ru с пометкой «Сквер памяти поколений» или по телефону 7914 2 753 111. Уже сделана определенная работа. Подробности вы можете увидеть на нашем сайте Округ ТВ в рубрике «Память поколений». Видеоматериалы СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале Округ ТВ, а на своем телефоне или на компьютере набираете округ.тв, смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс Округ ТВ.